would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. But I can't help falling in love with you. But I can't help falling in love with you. Браво! Каждый человек имеет свой внутренний свет. Просто у кого-то это свет свечи, у кого-то это свет маяка. Здравствуйте! В эфире телеканала «Осетия и Ристон» программа «Светлые люди». И сегодня мы пригласили человека солнца. Правда, без преувеличения, именно так. Для меня, например, ассоциируешься ты, Аскер. Мы будем разговаривать на «ты». Добрый вечер и огромное спасибо за то, что нашел для нас время. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. У нас, да, вот такая доброжелательная аудитория. Мы в формате квартирника сегодня постараемся поработать. Хочу сказать для наших телезрителей, что это абсолютный экспромт. Мы попросили Аскера попеть для нас вживую. Собственно, мы тебя позвали для того, чтобы насладиться общением и великолепным голосом. Если для кого-то ты открылся с проекта «Голос-8», я, наверное, это не сказала, да, в самом начале, Аскер Бербеков, победитель телевизионного конкурса «Голос-8» на Первом канале и заслуженный артист Республики Кабардино-Балкария. Давайте еще раз поаплодируем. Если для кого-то ты открылся или состоялся на проекте «Голос-8», то, собственно, наше знакомство началось с концерта нашего земляка, заслуженного артиста Республики Северная Осетия Алана Кукаева, твоего однокурсника и друга. И я помню, когда вы приехали на концерт с замечательным бэндом, ваше трио, которое просто тогда в зал разнесло в клочья. И я помню хорошо, когда Алан сказал: «Поверьте мне, вы еще услышите эти имена». Поэтому спасибо огромное за такую любовь к Осетии, за дружбу и за то, что вот я просто хочу сказать для зрителей, я просто набрала, предложила, и Аскер вот без раздумья согласился, это дорогого стоит. Спасибо. Вот что вот эта вот внезапно обрушившаяся слава, она не дала такого налета звездности, пафоса, гордыни, это так круто. Спасибо. Я очень рада, что мы встречаемся спустя какое-то время, потому что отгремели звездные фанфары, отзвучали бурные аплодисменты, улеглись, наверное, эти эмоции. И сейчас можно будет трезво посмотреть на все, что было, и поговорить об этом. Но если позволишь, по порядку. Ты из многодетной семьи, из города Баксан, старший ребенок в семье, где 5 детей. Так. Каким было твое детство, как воспитывали родители и какие самые яркие воспоминания из детства дают и сегодня тебе вот силы быть тем, кто ты есть, двигаться вперед?
Ну, самое первое воспоминание, я почему-то вот все время это вспоминаю, этот момент. Я помню, как я еще под столом почти что бегал. Мне так хотелось всегда вырасти. Я помню вот это ощущение, там, папа большой, там, мама Когда я большая. стану большой. Да. Я помню, как я подбегал к столу кухонному и ставил вот так руку и думал, так, я сегодня вырос вот Еще настолько, чуть-чуть, да. Я помню свой восторг, я вообще про это забыл, что я мерил себя и так далее. Я помню вот этот кадр, картинку, когда я подошел, я вспомнил, надо себя померить, как Да. я вырос. Я подбегаю к столу и понимаю, что я вижу поверхность стола. Я думаю, вау! Как время А вот быстро вырасти почему? Что хотел? Чего добиться? Куда попасть? Ну, что себе позволить? Бабушке я всегда говорил, я вырасту и куплю тебе лимузин. Ты мой золотой. Но никаких каких-то таких целей, наверное, я не ставил, типа вырасти там. Ну, конечно, хотелось, вот я видел, что у дяди какая-то машина вот такая, у папы какая-то вот такая машина. Я думал, вот я вырасту, я вам всем куплю по машине и так далее. Пока я иду еще к этой цели. Скажи, пожалуйста, мог ли мечтать маленький баксанский мальчик Аскер Бербеков о вот такой большой обрушившейся славе и победе, большой, звонкой, громкой? То есть вообще в каких-то самых дерзких мечтах были такие планы? Вообще, ну, изначально, Да. наверное, нет. В том смысле, что я не ставил себе именно выиграть там голос и так далее, но быть я популярным, действительно узнаваемым, быть большим мечтатель артистом. большой. Да. И всегда ставлю какую-то такую планку. Завышенную всегда, да? Ну да, в какой-то космос хочется улететь. Как наш мастер Андрей Алексеевич Щукин говорит, ставьте, говорит, себе сразу очень высокую планку, ну, куда вы хотите дотянуться. И вот вы, говорит, куда-нибудь вот сюда попадете, но ну, не долетите, условно говоря, да, сюда, но попадете хорошо высоко. А то иногда бывает, если я захочу вот сюда, да, ударить, то я могу и еще ниже. А вот скажи, пожалуйста, когда долететь. чуть-чуть не долетаешь, когда не получается так, как хочешь, и так, как мечтаешь, вот не случается этого разочарования? Не сдуваешься? Ты знаешь, у меня это всегда, как вот спортивный интерес Да. у людей существует, у меня это всегда было, выражалось именно так, что еще раз, надо еще раз попробовать. То есть у меня нету такой черты характера, чтобы я типа обижался, расстраивался и так далее, особенно когда это касается Творчества. моей Жизни. жизни и моего пути. Я понимаю, что это вопрос времени, значит, еще время просто не настало, а б, самое главное, я еще не готов к этому. И Слушай, на самом это деле, вот такая врожденная мудрость тебе и принятие? Или просто путем проб и ошибок, каких-то, я не знаю, набитых синяков и шишек ты к этому пришел? Ну, это же как классно. я не знаю, ну, наверное, тоже воспитание сказывается. Еще говорят же там, что, ну, там в прошлое, то есть души бывают Да-да-да-да. мудрые, не мудрые. Ну, это из области, в которой мы совсем не разбираемся. Мы про это не знаем. Есть ли жизнь? Там, нам Есть ли остается жизнь на только- Марсе, да? Да, нам остается только верить. Но вот я не знаю, наверное, вот ты сейчас спросила, и я помню вот эти разговоры папы в машине, как он рассказывал про нартов, условно говоря, про Сосрохова, про Ашемеза и так далее. Не знаю, вот это какое-то благородство и желание добиваться своих целей. Ну, если Да. ты у меня спрашиваешь, Да. откуда это? Не знаю. Вот знаешь, я попросила Алана, я говорю, просто наговори мне какие-то воспоминания, как Ага. вы встретились, как познакомились, может быть, какие-то детали, за которые я могу зацепиться для того, чтобы Ага. задать Аскеру вопросы. Мне безумно понравилась фраза, и я поняла, что он правда на 100% прав. Он говорит, если я хорошо воспитанный человек, то в нем вот это благородство, достоинство, спокойствие и мудрость, она какая-то врожденная. И это правда. И это правда. И знаешь, вот есть... Хорошо. Спасибо, Алан Кокаев. Но это чувствуется. И есть какие-то главные, скажем так, принципы, которые перенял у папы, которые дал папа, которые ты в будущем, ну, я надеюсь, передашь своим сыновьям? Вот что главное в семье, какие правила существовали?
принципы? Ну, Семейный как кодекс. и во всех вот семьях кавказских, наверное, я бы сказал, потому Да. что у нас там адыгский этикет, хабза, который называется, я знаю, у вас он называется... Ахдау. Ахдау, да. Я думаю, что это принятие такой реальности, такая, какая она есть. И вот это, да, всем страшно, но какое-то вот ощущение храбрости, наверное, я вот в отце вижу. Он вот принимает... Сила духа, да? Да, 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 как есть, и не переживает из-за того, что это может не получиться или получится. Он об этом не думает. Там больше, знаете, как у самурая главное путь, Да, главное а путь. не цель. И тут у меня сейчас в голове просто вертится мысль, как у меня же много друзей сетим, и они вот меня научили тоже вот такой мудрости. Тахшкан мака дахабар кад. Это круто. Да, на самом деле так и Это есть. работает, да? Да, да. А когда ты принял решение, ну, я так понимаю, я внимательно изучила биографию, посмотрела даже самые ранние клипы, где ты еще такой длинноволосый, парнишечка было с дело. гитарой. Вот как родители отнеслись к тому, что ты выбираешь для себя путь артиста? На самом деле очень положительно. Я уже, когда вырос, я был удивлен, потому что у нас в Баксане, я думаю, почему меня не отправили там на борьбу и так далее. Но у меня папа, он очень большой меломан, любит музыку, и в этом смысле у него нет вот этих типа, если ты родился в горах, ты должен там бороться, условно говоря. И он просто видел там, что у меня что-то получается, и только помогал мне в этом, поддерживал и не преграждал там дорогу какими-то там предрассудками. А наоборот, там, я помню, когда мы ездили на море, он мне ставил там AC/DC, Pink Floyd, Rainbow, Smokey, это его любимая группа. Он рассказывал, как там вот эта группа распалась, из нее выросли другие группы, то есть люди. Да. И я как-то вот рос в хорошей музыке, скажем так, и с хорошим папой. Это очень хорошо. А на «Голос» ты попал, насколько я понимаю, с 4-го раза. То есть Да. ты трижды подавал Да. заявки и трижды... Вот опять же, да, это черта характера, верить. Вот когда 4-й раз пришло приглашение, не было желания сказать, ну и не хочу больше? Вы знаете, Да. что произошло на самом деле? Это вот такой тоже момент, когда ты отпускаешь вот это Да. свое «хочу». Нас пригласил Алан Кокаев Да. на Старый Новый год. Это был 2019 19-й. год, начало. Ну, как раз. И у вас же, по-моему, на Новый год сжигают Да. старые да, вещи, да? Вот я видел. И мне Жгут вот костры, сказали, да. что да, если ты хочешь что-то отпустить, что не дает тебе там покоя и так далее, то сожги это и пепел развей над тереком, мне сказали. Я правильно понимаю, Остинская земля воплотила... Конечно! Нет, Да на самом ладно, деле это так и правда, было. да? Обалдеть. Я помню, как я написал слово, это вот голос про проект, вот, и пришел туда, где рядом мы Да. жили в гостинице Владикавказ. Да. Я помню, я написал это слово, пошел к речке, все это довел до Состояние пепла. да, и туда смыл. А дошло до Москвы, видимо. Энергия, да, какая Да, была? на самом Ничего деле. себе. И уже, когда уже пригласили, я на самом деле не относился к этому как... Ну, потому что, безусловно, все мы люди, Да. мы все расстраиваемся, Конечно. когда что-то не получается. Здесь другое дело, держишь ли ты удар, там, да, как в спортивных каких-то вот, единоборствах говорят, встаешь после падения и так далее. И я просто вообще решил больше не расстраиваться. И когда мне 4-й раз
одобрили заявку, я сильно не радовался для того, чтобы опять не расстраиваться. И родителям тоже не говорил, что я вообще подавал заявку, потому что папа такой каждый год: давай, подавай. Он вообще с первого голоса. Вот, ну, первый, по-моему, еще кастинг более-менее закрытый был, по-моему. Ну, но ты следил, да, за видел каждым сезоном следил? Были какие-то свои фавориты? Вот, конечно. например? Первый сезон, ну, безусловно, Дина Гарипова, потому что, когда я услышал, как она спела вот эту песню «Пройти, не поднимая глаз», она настолько передала вот это женское состояние души, влюбленной просто, что я такой: вау, я первый раз слышу текст, я слышу смысл и так далее, потому что иногда бывает, ну, часто бывает, что вокалисты не слышат, что они... Не понимают, о чем поют. Не понимают, о чем поют, и гоняют нотки. Просто что произошло? Я-то, когда поступил в ГИТИС, я вообще хотел стать актером. Когда я туда поступил, и через месяц я обнаружил, ну, мы делали этюды, и мне было страшно, дико просто. Я поступал на эстрадный факультет, и я вообще хотел петь сначала. Потом я поступил, вижу актерское мастерство какое-то, думаю: ладно, окей. Начал ходить туда. И вдруг, когда на каком-то этюде я почувствовал вот это раскрепощение и на секунду забыл о зрителях, я вдруг поймал этот просто бешеный адреналин, эту энергетику, и понял: все, я актер. И после того, как я закончил ГИТИС, и вот только вот первый проект «Голоса» начался, я смотрел на «Голос», мне очень нравилось, что там происходило, но все равно я не подавал еще где-то 3-4 года туда заявку, потому что я думал: нет, я актер, надо по актерской истории Боролся развиваться. со своим, да? Ну, типа какая-то заморочки. Дурость в голове просто была. Попробуй и так, и сяк. Ну, как-то какая-то вот такая Ну вот, история а сейчас нет ощущения, что все-таки первые выпуски «Голоса» смотрели, мне кажется, все? Конечно, потому безусловно. что это было, да, такое Был событие. бум просто. Да, абсолютные рейтинги били, показы. Ну вот, как бы «Голос-8» вроде и смотрит страна, и в то же время не так заметно, потому что все уже так и подустали. А вот сейчас жалеешь, ну смысл-то жалеть, да? Но все равно сокрушаешься, Нет, что не попал я раньше? не жалею, потому что... Все вовремя? Я, как сказал выше, я всегда ставлю, типа, высокую планку. Мне действительно хотелось победить, как и всем. Ну да. Но я как бы понимал, что, ну, самое главное — участие, попасть туда и так далее. Но сейчас уже, назад оборачиваясь, я понимаю, что в 2012, 2013, 2014 я не был готов просто вокально, потому что вот эти 3 года, которые меня не брали, на 3-й раз, когда это произошло, я прям взял себе преподавателя по вокалу и прям занимался целый год для того, чтобы пробить все-таки эту стену, хотя бы попасть, потому что это главный проект страны. И там уже не стояло вопроса, это больше смотрят сейчас или это меньше смотрят. Хотелось просто для себя попробовать свои силы, попробовать, как это вообще с той стороны вот телевизора. Если честно, да, я скажу о себе. Конечно, каждый раз, когда ты смотришь «Голос» и болеешь за определенного участника, а он не побеждает, тебе кажется, что все нечестно. Казалось бы, ты же лучше в жюри понимаешь, у кого есть талант, у кого нет, там, кто харизматичнее и так далее. И, как правило, те исполнители, которые оказывались в лидерах, но они потом как-то рассеивались, их особо не слышно, да? То есть на каких-то крупных площадках потом звучат участники «Голоса», но не победители зачастую. Вот. И поэтому, когда победил ты, а мы за тебя очень болели, я, клянусь, сидя у телевизора, сказала: господи, ну это же честный конкурс, потому что победил талантливый парень, за которого мы болели, правда. Вот насколько все изнутри оказалось, давай скажем так, светлым проектом, честным проектом, чистым проектом, было ли сложно, было ли какое-то закулисье, от которого, скажем, тебя, ну, или коробило, или хотела оградиться, вообще чувствовал на себе какой-то вот подковерные игры были? Я на самом деле это вообще не чувствовал, хотя я слышал от разных участников до... Предыдущие этапы, да? Да, в предыдущих вот сезонах, которые участвовали, что
что-то то, что-то это. Даже когда я не прошел вот эти первые 3 раза, которые я ходил, там ходили ребята, что-то собирали какие-то... не то чтобы петиции, Да. а что-то какой-то бойкот видюшный хотели организовать, типа давайте споем. Проекту, да? Ну да. Вот те, которые типа прошли слепые прослушивания, их типа показали, но не взяли, условно говоря, потому что 3-й раз, когда я туда прошел, я дошел до слепых прослушиваний, но я был 126-й, как сейчас помню, и до меня вот Не дошла очередь. не дошла очередь, да. И очень многие возмущались, но мне кажется, вот есть вот такая сторона истории. Но вот моими глазами, что я видел, я это на всех интервью там повторяю и так далее, для меня это просто был огромный такой музыкальный лагерь добра, желание что-то классное сделать, показать это всей России, странам СНГ, кто это смотрит. Мне кажется, музыкальный материал, который тебе доверяли, он прям очень крутой. Ты участвовал в выборе песен, да? Ориентировались на твой вкус? Там была такая довольно-таки демократическая история того, что я приносил то, что мне бы хотелось. Если что-то нравилось Константину Шатаевичу, мы это оставляли. Или он что-то предлагал, и такая обоюдная история была, но, безусловно, он был наставником, потому что я представляю его команду, и конечный ответ был за ним, то есть слово, что мы исполняем. А вот если вернуться к слепым прослушиваниям, я помню, что мы, конечно, анонсировали и болели, там, Фил Лебедев сегодня выступает, и мы все за него болели. Аскер сегодня будет петь, а мы, конечно, прильнув к экрану, и я помню, как мы в напряжении ждали, ну давайте, ну хоть кто-нибудь, ну давайте. И у меня было ощущение, что ты поешь, закрыв глаза, вот прям медитируешь, потому что, мне кажется, петь в спины, которые все никак не развернутся, это было очень тяжело. Вот что пережил вообще? Посидел за это время? Это на самом деле, я вот сейчас вспоминаю, Да. это был очень тяжелый 24 часа. Даже 2 суток Весь было. день, да? Да, потому что за день до этого я, конечно, дико переживал, ходил там к преподавателю, что-то мы занимались. И ночью я не смог уснуть просто. Просто вот лежал с закрытыми глазами. У меня столько мыслей просто вот так. Я такой лежу и думаю, я настолько уже увлекся мыслями, думаю, это что, сон? Я сплю, попробую я открыть глаза, я такой открываю глаза, думаю, елки, ну когда же ты уснешь-то, наконец? И вот так прозвенел мой будильник в 7 утра, и благополучно также открыл глаза, не поспав ни одной просто минуты, пришел на площадку, а у теноров еще такая проблема. Нам надо много спать. Ну, хотя бы там от 8 до 10 часов. Потому что связки не Набраться, высыпаются. да, восстановиться. У баритонов и у басов более легкая такая история со связкой. Я так переживал из-за этого, потому что шанс дается один раз, и надо им его воспользоваться. использовать. Да. Я вышел, у меня просто во рту сухо, я такой... Слушай, а песня какая классная. Я вообще все сравнивают с Димашем, а мне, конечно, нравится очень Грегори Ле Маршаль, а вот и ты ее все-таки по-своему спел, не ориентируясь, мне кажется, ни на одного, ни на другого. Я, безусловно, учил и с Грегори, и с Димашем брал, и у того что-то взял, и у Грегори брал, и чего-то сам добавлял. Но песня, безусловно, очень трудная. И вот это все наложилось. Да. Простите, я вернусь к переживаниям. Да. Все наложилось, и я просто пел, думая... Я пел, борясь с собой просто. Я пою и понимаю, что у меня все дрожит, гортань дрожит, все подскакивает. Улыбался ты шикарно, мы ничего не почувствовали. Да. И я вот после первого куплета и припева понял, что, старик, ты что переживаешь? Если ты сейчас не расслабишься и не допоешь спокойно,
то ты будешь себя корить До там, конца убивать дней, просто да. сегодня, я не знаю, что-нибудь придумаешь такое интересное. И вторую часть я уже так более спокойно пел, но, опять же, так тяжело было петь в спины, потому что зал весь выключен, ты не видишь глаз, то есть ты не можешь черпать из Энергии, зрительского да. зала энергию, да, просто еще спины. Да. И есть какое-то ощущение неуважения просто. Ну серьезно. Ну, Константин, это, ты что, меня не уважаешь, да? Нет, Повернись. это, конечно, условия конкурса и так далее, Да, но да, да. петь в спины, ну Тяжело, вот какой-то я психологический такой момент возникает. Я пою, энергия не идет, я думаю, что происходит, они думают, а у меня еще в голове, они, наверное, сидят такой, что, плохо поет. Я под конец просто пою припев, там вот это «Жижаме напьется». То есть, и у меня в голове, ну все, твой поезд улетает, уезжает, а я ему машу в ответ. И я реально, у меня были вот эти ассоциации, я пою, я уже думаю, да ладно, давай уже шандарахать в эту ноту. Что терять-то, да? Да, и самое смешное, меня, конечно, предупредили, что вот нажатие кнопок там внутри проекта, оно не прозвучивается. Ага. То есть там не происходит во время Вот это эфира. Типа, пс, да? Да. это добавляется уже... При монтаже. Да, при монтаже. Я с закрытыми глазами беру эту ноту и так далее. И там что-то кричат, я открываю. И Константин Шатаевич повернулся, и я такой стою. Я не понимаю, улыбаться мне такой... А мне еще фразу одну тянуть. Я такой... Но этого не показали. Но безумная, внутри радость была. Я, конечно, как Что бы сказал этого папа, скажи, не передавал. пожалуйста? Ну, Вот ты вернулся, у нас- папа сразу знал, что ты прошел? Или для них это был сюрприз во время эфира? То есть был какой-то Нет, контракт, по которому конечно, вы не разглашали? Нет, да? Нет, Ага. он бы мне сказал, ты чё? Ну-ка быстро сказал, мне прошел или нет. Чтобы он сидел, Да. нервничал. Нет, это не такой папа. Ну вот позвонил сразу, сказал? Да, безусловно, я сразу сказал, он такой, я, конечно, всегда... По-моему, я сначала сказал, что не прошел, а потом я говорю, Пошутил прошел. парень, Я такой, серьезно. Ну, это здорово. Да. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой вернемся в студию и продолжим выпытывать элементы закулисья, потому что это всегда очень интересно у нашего героя, победителя сезона 8 шоу «Голос» на Первом канале и заслуженного артиста Республики Кабардино-Балкария Аскера Бербекова. Оставайтесь с нами. Это Осетия Аристон, это программа «Светлые люди». У нас сегодня светлый человек, по-настоящему солнечный человек Аскер Бербеков. Аскер, продолжаю. Вот я, наверное, тебя эта тема уже замучила, но нам, конечно, всегда это интересно. Атмосфера, которая царила среди участников, вот эта конкуренция живая, здоровая, и как сложились отношения с наставником? Было ли с ним легко работать, комфортно? Сопровождал ли он тебя на протяжении всего подготовительного этапа? Принимал участие во всех, вот скажем так, и батлах, и сольных выступлениях? На самом деле это был мой первый конкурс такой, где я один типа участвовал, я имею в виду в телепроект. И я думал, что, наверное, когда ты сольно участвуешь, там все равно какая-то закулисная борьба происходит и так далее. Но я был так рад, что никакой просто плохой энергетики ни от одного. Мне кажется, просто ты сам такой. Вот когда ты сам к миру артиста. вот так, то, собственно, наверное, и мир к тебе я не так знаю, же, нет? наверное. Ни от одного просто участника не было никакой вот такой плохой энергетики. Я был и так и Стекла разбитые благодарен. в обувь не подсыпали. Нет? Я вот Булавки в когда, одежду честно, не втыкали. Я когда вот такие истории Да. слышу про стекла, в основном почему-то Балет. это Балет. в Большом Большой театр, театре да. про это рассказывается. Я думаю, серьезно, что ли? Да так реально, что ли, бывает? Да. И вот на таком, условно говоря, высоком уровне вокального проекта, на таком высоком уровне этого совершенно не было. И я прям получал удовольствие от общения со всеми просто. С
со звукорежиссерами, с людьми, которые операторы. Просто что-то все хорошие. Странно. Константин Шатаевич очень ответственно отнесся к происходящему, я имею в виду к проекту, потому что я у кого-то слышал, что некоторые ребята, вот они просто выбирали композицию И сами готовились. и уже потом встречались с наставником только на Выступление. выступлениях, да. Я думаю, ничего себе, серьезно? А вы не прорабатывали там ничего, там какую-то стратегию, там, я не знаю, либо как-то песню разбирали, может, потом в итоге можно будет поменять на какую-то другую, потому что мы с наставником встречались 3-4 раза. У Константина Шатаевича была команда, помимо того, что я занимался со своим преподавателем по вокалу, он предоставлял преподавателя по вокалу, предоставляли имиджмейкеров, да, стилистов, там что-то с прическами делали, потом хореографов предоставляли, сам он как продюсер принимал какие-то решения, еще был продюсер Орлов, который тоже помогал выбирать материал. То есть там такая большая работа на самом деле велась. Вот. Ну, я думаю, что именно поэтому из проекта в проект у Константина Шатаевича результаты, потому что он к этому подходит ответственно. Ты в каком-то интервью говорил о том, что сам для себя с папой ставил цель 2, 3 выступления. Да, и тут дошел до финала. Финал 1 января по федеральному каналу на всю страну в праздничный день. Что чувствовал накануне? И вот на меня, кстати, в программе принимали участие ребята, не победители, ты у нас первый победитель в эфире, участники проектов разных лет. Это Нодар Ревия и Торники Квитатяне. Ребята говорили, что зачастую вот в этом СМС-голосовании участвует старшее поколение. Соответственно, поэтому всегда побеждает исполнитель, который поет более классические вещи, выглядит, скажем так, более классически и правильно. Да. Вот, опять же говорю, меня вот в 8-м сезоне прям очень устраивает результат. Все совпало. Все совпало. Поэтому вот расскажи о своих каких-то чувствах, волнениях, переживаниях. И вот тот самый момент, когда оглашают твое имя как победителя 8-го сезона. Мне даже я говорю, у меня мурашки, я не знаю, что чувствовал в этот момент ты. Я на самом деле, действительно, как ты сказала, мы каждый раз ставили, мы вообще ставили просто как программу минимум, типа поучаствовать. Да. Прошли. Потом я думал, что сольют во 2-м этапе, но я надеялся все-таки внутри боец в этом смысле, да, и очень хотел, и опять прошли, дома до конца не верили, тут серьезно, типа, и так далее. Да, и уже разговоры велись дальше так, что мы уже многое сделали, расслабься и пой, получай удовольствие. Еще чуть-чуть осталось до победы. Но на самом деле главное было хотя бы 2-3 этапа пройти. Продержаться. Да. Чтобы показать себя там и так далее. В медийном плане это как-то все равно помогает, жизнь бытовую облегчает, хотим мы этого или нет. Перейдем на финал. Да. На самом деле я уже ничего не понимал. Потому что уже накопилась усталость, да, волнение? Нет. Я подошел для себя самого, я был удивлен, то, что, я об этом знал, что я такой, то есть в том смысле, что я вообще днем не занимался никакими просто делами, кроме того, чтобы учить песню. Где бы я ни ехал, максимально пытался, соответственно, подходить, потому что, как я говорил, один раз дается шанс, и его надо использовать. И я вообще был отключен от всех этих интриг того, что я в финале и так далее. Я просто выполнял... Как солдат задачу, да, именно.
Аскер переводится как солдат. Да ладно? Имя означает, да. Класс. И я реально как солдат просто выполнял задачу. И вот в финал, когда объявляли, у меня просто вот Не верил, контузия вот такая, да, я употреблю это слово. Раз уж мы, да? Да, про солдатов. Я был такой Терминологию. контуженный. И одна мысль была, я даже не за себя больше радовался, я радовался за папу, там, за маму. То есть вот там Нагиев говорит победитель, зал, там это, а ты говоришь, Клянусь, папа вот- счастлив, да? Серьезно, просто ноль эмоций внутри. Просто. Я думал, вау, прикольно, типа. И я же говорю, я знал, что на площади Абхазии в Да, Нальчике да, установили да. экран, там было много людей, и вся семья моя, весь там род Они смотрели вместе со бербековский, всеми, они да? поехали. И все смотрели, я думал, думаю, прикольно, как они себя там чувствуют. И смешной момент такой был, мой дядя, мой брат, дядина жена, папин брат, получается, они приехали меня поддержать, вот, когда финал был. И после того, как объявили победителя, я весь просто зал побежал на сцену. Я тоже удивился, что никто никого не преграждал, там что-то сломают. Все просто побежали что, на сцену обнимать, и поздравлять, начали фотографироваться? фотографироваться. И у кого-то не получилась фотография, они еще раз заходят. Клянусь, минут 50 я Ну фотографировался. так тебя сразу окунули, понимаешь, вот Слава, мальчик, держи. Я был на самом деле, я был бесконечно счастлив. Я никогда не отказываю там людям, которые хотят просят, сфотографироваться. Я всегда рад, это было очень приятно. Но тот момент уже это вечером, когда я помню, ночью точнее, я лег спать, у меня просто вот здесь мышцы болели, я не мог расслабить их. Но самое смешное, почему я чуть-чуть отвлекся, я стою, фотографируюсь, уже минут 30 прошло, там один раз подошел редактор, говорит, ребята, может, хватит и так далее. И мой дядя там, Аслан, стоит, и он такой, Аскер, типа, не переживай, твой отец там тоже на площади Абхазии фотографируется. А там просто... Папа звезда, да? Он же с ними созванивался, да. там, говорит, кто-то крикнул, типа, а это отец, типа, победителя, и понеслась. Я Слушай, такой ну думаю, вот так, как встречали тебя в Кабардино-Балкарии, у нас встречают олимпийских чемпионов. Мы обязательно покажем это видео. Это было, конечно, незабываемо. Вот скажи, Да. пожалуйста, а это дает какие-то дополнительные силы, ресурс, энергию или налагает дополнительную ответственность? А вот ты понимаешь, что ты сейчас для молодого поколения, ты вот какой-то ориентир, да? Каждый из них, возможно, будет видеть в тебе, кумира или знаешь, как мальчишка, наверное, будет думать, у него получилось, и я смогу. Вот для тебя это что, вот такая внезапно обрушившаяся любовь? Внезапно обрушившаяся любовь. На самом деле до сих пор есть отголоски вот такого момента. Я все никак не могу записать свои песни. Да. Но я вообще, в принципе, страдаю перфекционизмом. Там могу придраться к какой-то мелочи, гитара там не так прозвенела и так далее. Но какой это отпечаток наложило? Я понял, что типа вот помимо перфекционизма, Да. я подумал, не я подумал, это мне потом типа папа сказал, да выпусти ты уже какую-то песню, типа не бойся, типа, что ты не будешь там Что-то сделаешь не соответствовать так, да? тому, что ты достиг и так далее. Просто пусть будет как будет. И я вдруг задумался, понял, что, какую злую шутку, условно говоря, это со мной сыграло в этом смысле, потому что если бы, условно говоря, это был бы какой-то крутой, типа, продюсер, которому я там могу довериться, такой, ты бы как пел его Константин песни, Меладзе, да? я вообще бы не задумывался о материале. А здесь, когда я сам себе и композитор, сам себе и поэт, который стихи эти же пишет, сам себе продюсер, сам себе менеджер, там, директор и так далее, у меня просто голова от этого разрывалась. Во-первых, нужно делегировать. Молодое поколение, делегируйте свои Советы обязанности. да, И мудрого Аскера. здесь не бойтесь ошибаться. Наверное, это самое главное. Потому что можно бесконечно быть
крутым перфекционистом и знать, как хорошо это прозвучит и так далее, у себя где-то в голове, и ничего просто не сделать. А здесь хотя бы ты что-то делаешь, это выходит. Если я еще с чем столкнулся? Мы там выпустили какую-то композицию, там сняли какой-то видеоролик. В моменте мне вообще не нравилось. То есть, вот мой внутренний перфекционист такой говорил: ладно, думаю, давай выпустим. Слушай, А потом, когда прошло время, я такой посмотрел, думаю, нормально, что ты пишешь на русском или все-таки на адыгском, на кабардинском языке? Знаешь, я подхожу к этому делу как, наверное, и меломан. Вот я любую музыку могу слушать. И здесь тоже зависит от состояния моего духа, там, от инструмента может зависеть, потому что что-то вот... Если я понимаю, что там мелодия какая-то такая, и я понимаю, что это только там типа на французском может звучать, или эта песня может только на английском звучать, или это на русском, или это на адыгском, потому что у языка есть тоже дух. Есть... вот, например, «я люблю тебя», «сафу зотлах», вот на нашем языке, да, «я тебя хорошо вижу». Это определенная философия, которая передает только этот язык. Там, то есть дословно такой, да, перевод? Да, я тебя хорошо вижу. Определенный взгляд на жизнь. Это же каждый язык. Да. Каждый язык почему уникален? Потому что он формирует мышление человека. И здесь вот я рассматриваю это как вот духовное какое-то понимание, на каком это языке звучит. Ты знаешь, наш музыкальный квартирник, потому что мне дико интересно все, о чем ты говоришь, превращается в такой разговорник. Но у нас уже долгое время рояль в кустах, гитара. Давай мы что-то споем, а потом снова продолжим разговор. Давайте. Давайте, да. Заплетается ночка, расплетаются косы твои перед сном, расплетаемся молча, заплетаются души во сне в доме том, где только мы вдвоем, и наш любви паром, где нам хотелось вдвоем. Горе мне, что я не тот, кого хотела бы ты видеть возле себя. Горе мне, ой, да горе мне в глаза твои смотреть и улыбнуться хотеть, но не сметь. Цветком тебя назвать и за собой позвать хотелось мне опять. Но больше не моя. Чем дольше, дальше ты уходишь от меня. Я не тот, кого хотела бы ты видеть возле себя. Горе мне, ой, да горе мне в глаза твои смотреть и улыбнуться хотеть, но не сметь. На самом деле это был экспром.
Спасибо. Аскер исполнил свою песню. Я так понимаю, это была Которая у меня премьера. лежит в сундуке, я ее не достал. Сколько все это еще будет лежать? И когда, ну хорошо, если не альбом, ну хотя бы сингл какой-то. Ну-ка, давай. Мы же, слушай, земля Осетии. Давай пойдем к Тереку. Все, да. Отпустим это чувство. А ну, нет. Что-то перекрыть. Не, у нас так хорошо было, подожди. Не, можно мы еще раз это произнесем? Но мы же так... мы это все пишем, да? На Хорошо. самом деле, Итак, мы идем к Тереку, загадываем желание или отпускаем. и пишем альбом. И пишем альбом. Мне кажется, для всех, ну и твоих поклонников, и, наверное, для всех жителей Кабардино-Балкарии, и, наверное, ко всем, кто относит себя к адыгам, было невероятно важно, гордо увидеть на Первом канале, услышать на Первом канале песню на родном языке. Вы исполняли с Пелагеей песню «Конь». Наверное, это особые эмоции, особые чувства, особая гордость. Я, честно говоря, когда я уже попал в команду Константина Шатаевича, конечно же, первая мысль моя была о том, что как бы протащить какую-нибудь национальную песню. Ну, хотелось с телевизора что-нибудь такое исполнить. И я, конечно, предложил ему одну песню, ему она очень понравилась, но он сказал, типа, понимаешь, нам надо, чтобы... Ну, как бы что-то, что всем. Будет петь страна, да? Да. Попытаться угодить всем. Ну, понятное дело, что всем не угодишь, но какую-то такую понятную историю для всех, какую-то композицию нужно выбрать. И когда он предложил, у нас появил на определенном этапе, нам надо было петь со звездой, да, и когда мы узнали, что будет Пелагея, мы, конечно, все думали, а какая же песня это, а какая же песня? И не могли выбрать ее, я помню. И что-то вот, честно говоря, в голове крутился «Конь» на самом деле. Хотя это не ее песня, но она же эту песню исполняет тогда, да. И когда ее предложили, вот нас Константин Шатаевич собрал с Нурджигитом, я Нурджигит, и говорит, вот у меня такая есть идея, хотел бы предложить песню про коня спеть с Пелагеей и на 3 языках. И мы сидим вот такие, и я понимаю, что у меня просто такой адреналин зашкаливает. Это то, о чем, наверное, я мечтал. Да. У меня сердце просто... Но я не показываю, да, я думаю, хорошая идея. И Нурджигит, мы потом с ним просто разговаривали. Когда мы вышли, просто такие, типа, какая крутая тема. И он говорит, говорит, когда он сказал, я такой, так, главное, не палиться, не спугнуть, типа. И просто в восторг был. Я помню, как мы зашли в кафешку с Нурджигитом и начали там думать, кто кому может это все написать и так далее. И начали уже обзванивать. И, было тебе с переводом счастье. Помог Анзор Халпа, да? Джабраил Халупа помог. Я позвонил Анзору Халупа, попросил. Я знал, что Джабраил Халупа, помимо того, что прекрасный композитор, но он так умеет писать по-адыгски, я могу его уже назвать современником нашего времени, что, я не знаю, кто так умеет делать так, чтобы язык играл просто во время... Не просто смысл передать, он и смысл прекрасно умеет закладывать, но еще делает так, чтобы язык звучал именно красиво. Передавал природу языка, такую какую-то историю. И мне это было очень важно и очень хотелось, и вот у нас получился такой прекрасный Мне тандем. очень хочется, чтобы на осетинском национальном телевидении красиво звучал
музыкальный язык братского кабардинского народа, поэтому попросим тебя сейчас спеть что-то из твоих же песен, да? Да, из твоих же песен на кабардинском языке и помочь нам, собственно, это сделать, чтобы это звучало особенно красиво. Мы попросили лауреата всероссийских и международных конкурсов, студента Академии музыки имени Гнисиных Азамата Тидеева. Азамат, присоединяйся к нам. يا تغاجم بروا ورمع فوتي قيغا زجمدي ما فوا ورغتي حد خياشش جبما حد خوازمي قجادي محمتري ساز ما فججرا ووغزي تجتمع سبي جنان شكام زافوا بجنتي زينش زفا بزوا وري رابزة زي شبخزك وري زفا بزوا وري قفا هاري خد خياشش جبما حد خوازمي قجادي محمتري ساز ما فججنا ووغزي تجتمع بجحجش كحر جي بازاق وجا وزغاغا حمدي Браво! Браво! Азамат Тидеев! Азамат Тидеев, Аскер Бербеков, спасибо. Спасибо.
Аскер, я помню, что несколько лет назад, когда вы выступали в Остинском театре на концерте Аланы Кокаева, вы исполнили фрагмент остинской песни, всеми нами любимой. И я очень надеюсь, что ты сейчас подаришь эту радость всем нашим зрителям и в студии, и телезрителям. И надеюсь, что ты исполнишь и на осетинском языке тоже. Давайте. Что это будет? О, Махурахай. О, Боже. Я думаю, сейчас подпевать будут все. О, Махурахай, Рашух Чижгай, ты да нушма, Масарт Масим, ты да мабалиц, Рашух Чижгай, Фалман Мидбалмам Фахуд, ты да Балиц, Рашух Чижгай, Фалман Мидбалмам Фахуд, Фарнай Фасараймен, Масарда Дидинак, Демен Шихтай Марию, Дедама Балиц, Рашух Чижгай, Фалман Мидбалмам Фахуд, ой, Дедама Балиц, Рашух Чижгай, Фалман Мидбалмам Фахуд. О, Мадуни, Фарнай Сарай, Ах, Шишгон Ману, Даун Даконд, Даусилбон Фатан Махурахай, Wadayden Masarden Wond, oh, Dausibon Fetton Machurchai, Wadayden Masarden Wond, Farnai Fassaraimen Masarte Didinak, Demen Schichtai Mariu, De Dama Balitz, Rashuch Chishgai, Falman Midbelman Fachudo, De Dama Balitz, Rashuch Chishgai, Falman Midbelman Fachud, Falman Midbelman Fachud. Браво! Можно я как настоящим артистам, хорошим артистам подарю цветы? Спасибо вам большое. Спасибо, это было чудесно. Спасибо большое. Спасибо, Азамат, за помощь. Чокнемся. Спасибо большое, Азамат Тидиев. Это Осетия Ристон и программа «Светлые люди». Аскер Бербеков, гость нашей студии. И у нас есть несколько вопросов от зрителей из зала. Давай попробуем предоставить им слово. Аскер, меня зовут Давид, мне 14 лет. Я очень сильно люблю рок-музыку, а особенно Виктора Цоя. А так как он умер, все равно его творчество продолжает ценить и любить, и слушать тоже. Ты бы хотел бы, чтобы через много-много лет твою музыку тоже слушали и любили? Спасибо. И также еще кое-что хочу спросить. Какую ты в моем возрасте любил музыку? Спасибо. И слушал тоже? Вот начну с последнего. Примерно в твоем возрасте у меня появилась гитара, и первая песня, которую я учился играть, была песня как раз Виктора Цоя, группа «Крови на рукаве». Вот. И сейчас у меня такое дежавю чуть произошло. А по поводу того, что хотел бы я, чтобы мою музыку слушали после того, как меня не станет, хотелось бы... Конечно бы хотелось. Нет, ты живешь до 100 лет. Безусловно. Да, ты безусловно. живешь до 100 лет, да. И через 100 лет. Тем более, если вы будете пить вот такую воду, Алания Аква, это точно произойдет. Алания Аква. Мы благодарим наших партнеров, да, за предоставленную воду. Наисвежайшая, красивая, чистая вода. Да. Если я скажу «ой, нет» и так далее, это будет неправдой. Я думаю, что каждый артист, который там поет, хотел бы, конечно, дотянуться
до артистов, которые стали большими глыбами вообще в мировом творчестве. И да, безусловно, я бы хотел, и я не побоюсь этого сказать, я у Бога прошу, чтобы Он мне посылал песни. Иногда Он мне их шлет, иногда нет. Вот. Искренне хочу, искренне прошу. Дай Бог, дай Бог. И на самом деле Он дает. То есть я вот проследил у себя по жизни такую штуку, я просто мечтатель, да, я не боюсь мечтать, там, ставить вот эти... Я вообще в шоке. Вот все, Просите, о чем я дано его вам просить, будет, да? все, о чем я у него прошу, Он реально все дает. Потому Боженька, что ты спасибо. человек с чистой, светлой душой. Я настаиваю. Поэтому все сбывается. Есть у нас еще вопрос, по-моему, от юного, да, зрителя? Аскир, меня зовут Герман. Не волнуйся. Не волнуйся. У нас растерялся молодой человек, но ребята очень хотели спросить, поскольку ты все-таки по профессии актер, и основная, наверное, деятельность все-таки актерская, ты служишь в театре, наверняка мечтаешь сняться в кино. Какую роль хотел бы сыграть и в кино, и в театре? Насчет кино я, довольно-таки я не подготовлен, да, к этому вопросу, потому что я в основном играю в театре, не целюсь в кино, потому что там в основном, если нужны кавказцы, то я не подхожу под кавказца. Такой типаж, да, злой? Да, если нужен Александр, условно говоря, то я вдруг становлюсь кавказцем. Я оставил это дело, но вот в театре у меня вот в последнее время какая-то вот идея фикс появилась, сыграть очень хочется попробовать прожить, что он чувствовал, вот Гамлета хотелось бы сыграть. Быть или не быть? Потому что это такой ядерный вопрос того, что ты либо... Это на самом деле очень современно. Да. Ты либо смиришься с тем, что ты ничего не можешь, ничего не добьешься, быть таким пессимистом, либо ты скажешь «быть» и будешь бороться с этим. И то, как это все проворачивается в этой пьесе, хотелось бы попробовать. Слушай, ну вот твоя Очень интересно. вот такая популярность, она, собственно, пришлась и на один из самых сложных периодов, период пандемии, когда весь мир закрыт, полный локдаун, нет работы. Вот что помогло не сдаться, что помогло не опустить руки? В каком-то интервью я читала, что ты чуть ли не таксистом уже готов был выйти работать или вернуться домой в Кабардино-Балкарию. Были такие мысли? Это было до, это было до «Голоса». До «Голоса». В такси, потому что знакомые какие-то там работали и так далее. Почему в такси? Потому что в театре мало платят. Театр больше, знаете, для души. А там ребята просто зарабатывали, я думал, по простоте души своей, думаю, может, тоже попробовать, что есть-то хочется. Вы еще там что-то спросили. И что помогло что не помогло сломаться не во время сломаться? пандемии, потому что все-таки это был для нас такой тяжелейший период и испытание в каком-то смысле для каждого из нас. Я на самом деле купил себе сад с яблоками, полгектара, и все 6 месяцев я работал в саду. Серьезно? Да, серьезно. И на самом деле в какой-то степени было ощущение, что схожу с ума по разным там причинам. И еще одна из причин, что, тот период, когда ты там добился определенного успеха. Слава, вот она, да? И сейчас как раз наступило такое время, когда ты, условно говоря, да, в творческом смысле, и в медийном, расцвел, и можешь помогать своим родителям, себе, обустраивать свою жизнь, семью сделать. Вот это все скатилось в большую такую пандемию, и было на самом деле тяжело, но меня реально спас труд. И видеть каждый день, как солнце садится, через лепестки вот эти лучи проходят,
ну, Я такое просто вот божественное представляю, как ты начало. сажаешь деревца, поешь им, и я вот больше чем уверена, что сейчас они такие красивые выросли за эти 2 года, 3 года. Я даже был период, я и деревьям пою. Да. Был период, когда у нас были овцы, козы, где-то 40 овец, 40 коз. И когда моя очередь приходила, ну вот когда я в Да. ГИТИСе учился, моя очередь приходила их пасти. Ну, я это мало, на меня это все попадало. Но когда это у меня получалось, я себе прям купил Дудочку. есть, да. Я учился, и я им пел, я смотрел их реакцию. Волшебная свирель, да? Как от Самас, Ага, из и нартов. вот так. Очень было Ой. интересно постелиться. Ну, правда. Знаешь, что мне особенно нравится? Есть люди, которые, скажем так, пробиваясь по лестнице карьерный вверх, иногда забывают или отрекаются от прошлого, не желая вспоминать, откуда они родом, сразу пытаются дать понять, что я тоже голубых кровей. Ага. А то, с какой любовью и теплотой ты говоришь о своем детстве, об этом вот, ну, практически таком сельском, да, быте, это так трогательно, это так круто. Спасибо тебе большое. Я не знаю, это что за герой такой у нас? Есть еще вопросы из зала? Давайте. Меня зовут Светлана Аскер. У меня такой вопрос. Считаете ли вы себя успешным человеком? Ну, хочу еще задать вопрос. Вы хотели бы продолжение вот вашего творчества вашим детям? У вас такие же планы есть какие-то? Вот я хочу, чтобы мои дети тоже были на сцене. Спасибо. Насчет успеха, я вот, смотря что оценивать успехом, то есть если это я добился там чего-то, и это успех, то да. Но больше всего я радуюсь тому, что я занимаюсь тем, что мне нравится, что я люблю, музыкой. Кто-то не понимает, зачем я этим занимаюсь. С точки зрения андеграунда, я имею в виду, то, что не приносит деньги. А я люблю там посидеть с какими-то музыкантами, там, я не профессиональный музыкант, но в душе музыкант, и что-то там искать и так далее, сидеть. А у всех сразу, вот у знакомых, такой монетизация, должен монетизировать. Да, я это не отрицаю, я не сумасшедший. Безусловно, мне хочется это монетизировать, но с точки зрения того, что я занимаюсь тем, что я хочу и люблю, да, я считаю, что моя жизнь состоялась успешно в моем понимании, но не в понимании там тех людей, которые могут сказать: ой, ты свое время упустил, там после «Голоса» и так далее, много времени прошло, ну вот там это граничит, да, вот это. Во-первых, никакое время я не упустил, я еще молод и в расцвете сил. О, стихами заговорил. А насчет, ну да, насчет того, что вы говорите, я встречаю по жизни людей, которые занимаются там профессией, там музыканты, актеры, но больше я, наверное, как к музыкантам бы отнес, что ни за что они типа своего ребенка не отдадут музыке, потому что это не приносит денег и так далее. Но если я считаю, что если я увижу, что мой ребенок что-то умеет, что-то слышит, у него музыкальный слух, он к этому тянется, я, безусловно, это буду в нем развивать, потому что я не представляю просто себе, как можно обделить ребенка миром музыки просто, потому что ты этого взрослый отец, да, в моем случае, не захотел, типа, потому что это не приносит денег. Пусть и это развивает, если ты считаешь, что нужно параллельно для бизнеса, ну, как бы, чтобы жить спокойно, объясни это ему, и он пусть тоже развивает какую-то другую отрасль. Но отнимать у ребенка музыку, который еще ее чувствует, слышит и наслаждается, я бы не хотел, потому что я прекрасно понимаю, как он будет ее хотеть исполнять, играть, сочинять. Спасибо, спасибо. Есть еще вопрос, да? Девчонки, передайте, пожалуйста, микрофон. Здравствуйте, меня зовут Зарина. Скажите, пожалуйста, с кем из исполнителей вы хотели бы поработать? Или, может быть, с кем вам понравилось работать? Мне очень понравилось работать с Константином Меладзе, потому что он максимально просто простой
человек без лишнего пафоса, гонора, именно вот занимается просто музыкой. Человек, который любит свое ремесло. Я бы с ним бы поработал. А если уже Здесь больше, наверное, дуэты, да, наверное, имеется в виду дуэты там и исполнение? так далее, то... Слушай, давай мечтать, вот ни в чем себе не Конечно, отказывая. конечно, Давай, мировые конечно. звезды, кто? У нас же вон как все Первое получается. место... Ой, я сейчас еще места начал. Стинг, я думаю, что со Стингом, ой, как безусловно. круто. Потому Ой, что, как круто. мне кажется, мы бы там медитировали музыкой. Такой, Так, давай вот так. у нас давай». второе желание созрело, мы Да. идем к Тереку сегодня. Всё. Все вместе. Свидетели есть. Дай Бог, отправляем в космос этот запрос, это желание. Аскер, я знаю, что кавказские мужчины всегда скромны, сдержаны и не очень любят распространяться о личной жизни. Я очень дорожу всегда доверием своих гостей, поскольку ты разрешил мне слегка коснуться этой темы. В преддверии прекрасного события создания своей семьи. Можно я это расскажу? Да, Значит, конечно. я ему написала днем какое-то сообщение, он мне отвечает уже практически там в ночи, говорит: Светлана, прошу прощения, у меня ремонт, я шпатлевала, только спустился. И я про себя думаю, ничего себе, звезда Первого канала, сам там чуть штукатурит. Во-первых, ты такой хозяйственный мужчина, то есть девочке повезло. Я на самом Умеешь деле... все по дому? Если я захочу, то я умею, наверное, все. Вот у меня такое ощущение складывается, что, мне кажется, получилось бы все. Папа шпаклевал, я говорю, дай попробую. Я начал шпаклевать, получилось. Мне всегда нравился вот этот процесс, типа... В общем, если И не потом нужно, еще один тогда там момент, есть чем да, заняться. когда шпаклевка уже не нужна на стенку, но она у тебя остается, ты делаешь так, и вот такой звук такой. Этюд что-то. мы увидели, да, актерский этюд. Ну, конечно, вопрос не в этом. Скажи, пожалуйста, я не прошу имя, там, кто избранница, что особенного было в ней, что тебе захотелось сделать ей предложение, связать свою судьбу с ней. Расскажи, пожалуйста, немного, что в твоем понимании идеальная женщина, любовь, любимая женщина? В моем понимании, точнее, не так, а что я увидел, да, она красивая, но самое главное, это вот душевная красота, да, когда ты разговариваешь с человеком, и да, это не означает, что мы там типа, по маленьким каким-то вопросам, нет, я вот так, она хочет вот так, и мы вот так все время и приходим к компромиссу. Но самое главное это то, что мы искренне разговариваем без каких-то там гоноров, замашек и так далее, как бы не оторваны от реальности, то есть от земли, как бы отталкиваясь, разговариваем о том, какие у нас проблемы есть и как их можно решить. И тот подход, который у нее есть, да, то, как она открыта, просто это вот в душу мне попадает, потому что сейчас, мне кажется, простите, девочки, вы не такие все. Иногда просто трудно. Да. У всех девушек иногда завышено И то, чего они требования, хотят. да. А это же зачастую не вот эта история, как бы ты мне Мерседес купил, ты мне не купил, эту сумку мне муж купил. А именно вот эти беседы, разговоры, добиваться чего-то вместе, условно говоря. А вот как вы познакомились, и сразу ли пала крепость? Или ты уже был победитель «Голоса», или ты еще не? Это после «Голоса», просто я увидел какой-то то ли лайк, я не помню, потом я к ней зашел, она мне очень понравилась, я ей написал. Все-таки внешность имеет значение. Что бы тут мы сейчас не говорили про душу. На самом деле, у нее была фотография с ее младшей сестрой, и я сначала подумал, что Лайкнула сестра.
да? Нет. Я подумал, что это ее дочь. Но не потому, что она плохо там выглядит, да, взрослая. Да. Нет, просто они были очень похожи, да. Я говорю, вау, какой красивый ребенок, типа, вот бы, ну, простите за открытость, вот бы я тоже был бы счастлив, если бы у меня такой прекрасный ребенок. Так это моя сестра. И вот она, фактически, ее сестра послужила тем моментом, когда мы начали переписываться. Я ей вдруг поэтому написал. Дай бог вот долгих счастливых семейных лет. Спасибо и больше большое. Красивых малышей. И вот пусть они у тебя будут, и Спасибо. невероятно талантливые, неважно, музыка, стройка, да, актерство. Главное, чтобы они были здоровы и жили под мирным небом. Я понимаю, что я могу тебя еще не отпускать долго, я могу говорить еще сколько угодно, потому что мне очень тепло и очень светло, и Это очень, взаимно. правда, Спасибо душевно. большое. Но я понимаю, что 2 концерта впереди, и тебе нужно тоже отдохнуть и подготовиться. Я не могу не спросить. Может быть, что-то, что хотелось сказать, я не спросила. Может быть, какие-то главные слова пожелания нашим зрителям, твоему зрителю, который придет на твои концерты, который будет скачивать песни с альбома, который мы обязательно запишем. Что это? Скажи, пожалуйста. Такого какого-то посыла я точно не готовил, но те, кто, ну, мой зритель, да, который переживает, думает, куда же я пропал, где я и так далее, где песни, почему я ничего не выпускаю, я над этим всем работаю, и это обязательно появится скоро на свет. Спасибо большое. Нереальных творческих успехов. Спасибо большое. И шоу должно продолжаться, и мы тебя попросили исполнить именно эту песню. Я Давайте. думаю, ее будут счастливы услышать и зрители. Спасибо всем, кто больше часа был вместе с нами. И пусть света и добра вокруг нас будет больше. Пусть вас окружают только светлые, чистые, настоящие люди. Спасибо и до встречи в эфире. Слушаем Аскера Бербекова. Empty spaces, what are we leaving for? The bound in places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we're looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. And the pantomime, oh, the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on, yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile
шоу продолжается! Спасибо. Спасибо. Спасибо.